Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Рада снова вас видеть. Жесткий лак идет просто. Дело в том, что у нас прошел семинар для тренеров, который проводил гость из Санкт-Петербурга по имени Антон Амелин. Что вы знаете про бодибилдинг? Мне нравятся больше бодибилдеры 80-х. Внешне или их уровень? Внешне, да. Современный бодибилдинг, конечно, направлен на то, чтобы чисто анатомически выделить все группы мышц, максимально их гипертрофировать и продемонстрировать публике. Но люди-то при этом называют его спортом. Я все-таки считаю, что бодибилдинг нельзя назвать спортом. Сейчас просто толпа билдеров через пару дней Леша-то запрессует. Меня не Леша, меня Миша зовут. Я, например, в детстве занимался гимнастикой, спортивной гимнастикой, не той, где ты с ленточкой бегаешь. Спасибо, что уточнил, потому что мое воображение уже все дорисовало. Во время занятия этим спортом действительно было мясо. Ты работал со своей растяжкой, через боль, пот, слезы. Только так ты чего-то добивался. А бодибилдинг, каждый день приходишь в спортзал, платишь за это деньги, ешь спортпит, и постепенно у тебя вырастают мышцы. Ничего удивительного в этом нет. А их соревнования, они ведь просто... Тема-то нашего сюжета – это именно работа тренера. Мы хотели бы поговорить о том, насколько это важно. Тренеру быть тренером, разбираться в анатомии человека, разбираться в биохимии, разбираться вообще в сути процесса. Более подробнее о тренерской работе вы можете узнать из нашего следующего сюжета. Смотрим. Легко ли быть тренером? Что необходимо знать и с какими трудностями можно столкнуться, тренируя другого человека? Об этом и о многом другом мы узнаем сегодня, посетив семинар «Бодибилдинг для всех». Семинар провел гость из Петербурга, преподаватель школы бодибилдинга Антон Амелин. Слушатели Антона – это практикующие тренеры и спортсмены, которые регулярно посещают такие образовательные курсы. Когда-то я пришел в зал, выбрал себе тренера, как и все, наверное, остальные. Читал много литературы, изучал все самостоятельно, решил получить какое-то образование и попал в колледж бодибилдинга. Первый этап семинара – это теоретическая часть, второй этап – практический. На наглядных примерах Антон пояснил, как небольшие нюансы могут повлиять на правильное выполнение упражнений и конечный результат тренировки. Силовой тренинг – это прежде всего боль. Потому что любой рост, любое развитие, где бы то ни было, а в спорте прежде всего, это выйти из зоны комфорта своего. Работать в зоне комфорта с мышцами не получается, иначе остаетесь на том уровне, который был с вами до прихода в тренажерный зал. Теперь ноги не разгибаются. Я ощутил на себя наконец-то хорошую тренировку, именно качественно, он мне помог, страховал меня. Мы для клиента не тот человек, кто должен заставить его, а как жокей для скакуна, который должен вовремя остановить. Человек должен сам сюда прийти и сказать «я хочу», а не то, что он пришел и заставьте меня. Даже если вы не добьетесь со своими людьми каких-то результатов, то самое главное, вам будет не навредить. Есть какие-то моменты сложные в тренировке других людей? Все смотрят сейчас ВКонтакте, Инстаграм. Я должен потренироваться по 7 часов в день. Ты ему объясняешь, что через месяц таких тренировок просто будет у тебя перетренироваться, травмы и что-то еще. И до некоторых это очень долго доходит. Даже те, кто ходит в зал не первый месяц, допускают ошибки, о которых Антон рассказал нам подробнее. Большинство людей в зале ориентировано на веса. Чем больше поднял, тем я круче. Нет, это не всегда так. Кто достиг наибольших объемов с наименьшими весами, тот более профессионально считается. Как и в любом другом виде спорта, есть своя культура. И я даже больше скажу, раньше в СССР назывался не бодибилдинг, а культуризм. Эти люди были очень воспитаны. Меня бесит, когда не убирают за собой, это естественно. Да? Бесит разбросанные стаканчики с водой. Кстати, впервые здесь в Якутске увидел о том, что есть специальные столы. Это очень круто. С этой идеей приеду в Петербург, у нас этого нету. Тренер должен быть общительный. Многие к тренерам подойти боятся, и мы должны делать этот шаг первыми. Предпочитаю тренироваться с ними вместе как помощник, участвовать в процессе на равных. Стать хорошим другом, стать хорошим психологом, понять, что человеку нужно. Самое главное, что должно быть между тренером и спортсменом, это вера в друг друга. Хороший тренер – это? В первую очередь, это теоретические знания анатомии, биохимии. Его, наверное, все-таки образование. Мог бы ты сейчас завязать с спортом? Нет, ни за что.
Наш следующий сюжет об игре Gears of War. Эта игра подойдет любителям шутеров и хорроров, то есть каждый для себя что-то свое найдет. Мне вспоминается первая часть Gears of War, где главным героем был Маркус Феникс, и его озвучивал, между прочим, не кто-нибудь, не что-нибудь, а сам Бендинг Родригес. Из Футурамы? Да, из Футурамы, человек, который озвучивал Бендера и потом свой голос отдал главному герою игры Gears of War, но потом, по-моему... А потом он не мог ходить после того, как отдал голос, или это не русалочка? Вообще геймеры сейчас, наверное, не очень хорошо относятся к франшизе Gears of War, потому что она подарила такие самые трендовые, неприятные игрокам вещи, как, допустим, перекаты и укрытия. Почему? Наоборот же считается, что это самая главная особенность игры, потому что если ты вылезаешь из укрытия, где-то за минуту из тебя сделают мясо, и поэтому, чтобы проходить эту игру, нужно обязательно прятаться, как-то находить ходы. Конечно, это добавляет игре, безусловно, реалистичности. Не как в фильме «Команда» с Арнольдом Шварценеггером, когда он там выходит в сад и просто начинает всех поливать. Туда! Самое главное, конечно же, возвращение Марка Феникса. А он там вернулся? Да. Я не знал. Многие фанаты оценили это, так что играйте на ПК и Xbox. Но не на PS-ке. Всем привет, мы снова в гостях у Артура, и сегодня мы обсудим новинку этой осени, игру Gears of War. Игра эксклюзив, шикарный красивый геймплей. И плюс ко всему прочему, в этой игре еще есть 4 дополнительных части, которые выходили ранее. Помимо всего прочего, мы также с тобой сможем поиграть в нее вдвоем. Вот на этих вот красивеньких, шикарненьких, как правильно? Геймпадах. Молодец. Мы перешли к самому главному. Мы уже настроили, установили игру, взяли в руки новые геймпады, необычные. Ну, понеслась. А я сверху или снизу хожу? Снизу. А враги здесь тоже человеки? Нет, они такие типа монстры. Главное, смотри внимательно по сторонам. Я, если что, помогу. Здесь можно ревайвать союзников. Ой. Не по мне стреляй. Ой. Молодец. А говоришь, не умею. Ты, по-моему, прикидываешься. Ну точно, да. Ты геймер в душе. Ой. Ну, игра очень красиво выглядит. Ребята постарались, когда ее делали. Ну и куча эпика. Гранаты какие-то кидают? Да. Оп. Все. Все, да? Мы проиграли. Итак, мы заново отыгрываем третью волну. Это ты вот решила поставить укрытие, это ты молодец, это ты правильно сделала. Да, я просто на кнопочку какую-то нажала непонятную, присесть хотела. Ой, это же ты, да? Ну что за тормоз? Почему он вниз-то стреляет? Он же меня сейчас убьет. Ты последний выживший. Да? Да, тебе осталось убить одного противника. Одного. Вот он наверху смотри. Ой. Не так высоко. Вот он. Ой. Вот он. Давай, правильно. Медленно иди. Чуть пониже. Нет, чуть ниже. Чуть пониже. Что произойдет раньше? Ты его взорвешь или у тебя патроны? Еще и патроны могут Конечно. Во, давай. И патроны кончились. Да, все. Этот вот противник слишком добрый попался. Сколько я бегаю, туплю и не могу на него нацелиться, и он все равно меня не убивал. Все, да? Да. Ну, оказалось, все очень просто. Кому-то надо минуту, а кому-то надо минут 15, чтобы убить противника. Это уже моя третья игрушка, в которую я пыталась опять-таки играть. Постоянная проблема — это найти, куда стрелять. Кто вот справляется, кому нравятся такие игрушки, они будут, я думаю, в восторге. Тем более, что игра очень получила хорошие оценочки. Насладиться ей могут обладатели и персональных компьютеров, и консолей Xbox One. Лучше на консоли. Большое спасибо за обзор игрушки. До новых встреч! И наш третий сюжет посвящен крайне интересному музыкальному инструменту и человеку, который... И наш третий сюжет посвящен очень интересному музыкальному инструменту и человеку, который играет на этом инструменте. Этот инструмент называется Алексей. Нам просто с Машей сложно забыть то, что сейчас было. Ты как бы начал заново, но вот это вот, оно уже здесь. Что вот здесь? Вот то, что ты там делал. Маша, давай. Драм-машина. Мы в свое время снимали сюжет про проект
Алены Бабилон. Вот как раз-таки в составе музыкантов были ребята, которые пользовались сэмплерами, драм-машинами, но при этом это все было сыграно вживую. Интересно просто наблюдать за ним, за его работой, потому что это достаточно сложно помнить, за какой клавишей какой звук и воспроизводить разные звуки, потому что зачастую этих вот небольших квадратных кнопочек достаточно много. Если играть на пианино, то там гораздо проще, потому что там всего-то сколько октав? Сколько октав? 5. Ну, на пианино будет только вот, типа, все ноты, а там можно твой голос записать. То есть, типа, ноты плюс голос Кэпа. Вот я знаю одну группу, которая называется Sisters of Mercy. Да. Вокалисты у них играют на драм-машине, и у них нет барабанщика. Ну да. Вот, допустим, группа Immortal, там барабанщик был вокалистом. Давайте посмотрим сюжет про этот интересный инструмент и про этого интересного музыканта. Давайте. Давайте. Алексей сегодня в ударе. Меня зовут Музуев Ренат, я лайв-битмейкер. Это сэмплер Akai MC1000. На нем имеется вот 16 пэдов, на которых по всем этим пэдам раскиданы сэмплы. До этого играл на Домбре. Когда я играю, когда у меня перформанс, на первых 4 падах стоит, например, ударный. На остальных падах уже имеются сэмплы, лупы, заготовленные уже. В плане общей Akai, MPC, здесь звук жирнее более, сочнее звучит, хип-хоповский такой звук. На нем можно полноценно писать биты, тут же мастеринг, аранжировка. Возможностей, по идее, вообще много. Первое время было сложно, но потом с временем уже как-то само уже получалось. Читал, смотрел что-то как, и становилось легче. Я вот ездил в тур с Пансашем, еще с нами налагали виноград. Мы ездили в Верхневилюйские Усы, Нирба, Сунтар, Вилюйск, Верхневилюйск и село Чиннике. И там вот выступали. Загружали на сэмплер вот все его треки, и все эти треки я играл вживую. Публике нравятся быстрые нажатия по пэдам. Они такие: как это вообще, типа, да, и не удивляются. Ну, это как шоу, да, больше. Ну, главное иметь желание, слегка терпение, нужна фантазия, больше работать и больше копать материала, там, информации, и все получится. Господи, спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Мы рады будем видеть вас на следующей неделе, а пока заходите на наш официальный канал в Ютубе Prop TV, подписывайтесь, ставьте лайки. Также заходите в наше сообщество ВКонтакте Prop TV и на наш аккаунт в Инстаграме Prop.tv. Именно так. А мы напоминаем вам, что мы ищем новых коллег, поэтому пишите нам, не стесняйтесь. Будем делать передачу вместе. Вы смотрели программу «Пропеллер». Увидимся на следующей неделе. Всем пока. До новых встреч. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит. Будущее в твоих руках.